Ну вот, уже сказали, 11 октября 2005 года, начало дневников, то есть дневникам уже 16 лет. Так вот, если вы впервые зайдете на Якитру, и вот сбоку будет регистрация «Войти». Ага. Если у вас нет регистрации, вы нажимаете на регистрацию, и у вас появляется такое вот окошко. Ага. Вот здесь вы сами выбираете себе имя. Ага. И потом выбираете себе пароль. Ага. И нажимаете синюю кнопку. Так, здесь вам приходит, то есть здесь приходит вам смс-ка. Ага. Ага, здесь придет смс-ка, вы вот эту смс-ку включаете и тоже нажимаете синюю кнопку. Ага. Вот, и здесь вам надо будет продумать. Я сам плохо вижу здесь. Ага. Вот. И здесь вы пишете этот пароль, потом этот пароль нажимаете. Ага. Вот, то есть вы идете, как встают вопросы, вы на них сразу отвечаете. Ага. И вот здесь свой пароль написали, потом внизу есть, что вы согласны с условиями с условиями Якитру. Вот эту не забывайте нажать. И здесь вы заходите. И здесь пишете свое имя, дату рождения, пол, ага, и этот адрес электронной почты. И на адрес электронной почты приходит письмо, и вы по этому письму подтверждаете свою электронную почту. Это обязательно надо сделать, потому что если вы забудете пароль, там так далее, вы тогда пишете логин, вот здесь войти, да, забыл пароль, и вам автоматически на электронную почту придет этот ваш забытый пароль. Ага, вот все, ура, вы зарегистрировались в Якитру. Так, вопросы есть? Ага, вроде нет, так? Вы зарегистрировались, да? И вот я тоже вот зарегистрировал вчера новый аккаунт Mido.rm. Ага. И вот здесь вот зеленая кнопка «Добавить запись». Ага. Вы ее нажимаете, и появляется такая вот с левой стороны, да, страничка. И вы просто как в обычном текстовом редакторе, вот как в Word том же, да, вы просто наверху набираете название поста, внизу набираете текст. Ага. То есть на самом деле, если вы, например, только пишете текст, то на этом сразу можно опубликовать и все. Но пост, блог, он отличается тем, что вы можете не только текст, вы можете туда добавить картинку, можете добавить видео, можете добавить ссылку на видео в YouTube и так далее. То есть это мультимедийная такая форма, новая форма публикации различных статей, там, контента различного. Вот здесь как добавить картинку, да, то есть вы нажали добавить картинку, вот здесь она, вот здесь наверху, вот есть добавить картинку, есть такая маленькая, да, туда нажимаете наверху, и там выходит загрузка изображений. И вы там у себя на компьютере ищете картинку, ага, и ее отбираете, и она у вас появляется вот загрузка изображений. То есть вы с нее можете загрузить изображение в свой текст. То есть вы можете не одну картинку выбрать, а выбрать там несколько и за один раз. И потом постепенно их по одному включать в текст.
Ага. Вот здесь выбрали картинку и добавить и выбранные. Нажимаете ее, и вот эта картинка появляется у вас в этом вашем посте. Ага. Вот, и здесь этот самый, если весь ваш текст будет выходить на первой странице, читателям будет очень тяжело это восприниматься, поэтому делают такую черточку, отбирают то, что этот видную часть и невидную часть. Но называют подкатом. Кат, ну, английское слово. Ага, вот этот, ставим кат. Вот, и кат вот здесь наверху есть этот рисунок, там разбитый напополам страницы, и там вот кат написан. И ее нажимаете, и здесь вот появляется такая вот на видимую и невидимую части ставим кат, и под ним такая полоса. То есть то, что будет ниже этой полосы, оно сразу видно не будет. Оно будет видно, когда человек войдет в этот пост. Ага. Вот здесь мы уже сделали кат, и теперь можем просто печатать текст, да? Но давайте попробуем добавить видео. Вот здесь добавить видео, здесь наверху нарисована вот эта катушка с фильмом. Ага, и вот ее нажимаем, появляется выбрать файл. Ага. Вот здесь то же самое, заходим, ага, выбрать файл, выбираем, идет загрузка. Но смотря от скорости вашего интернета, это будет занимать определенное количество времени. Если у вас медленный интернет, это может занимать очень много времени. Вот, и когда загрузится, появится картинка, видео, и внизу будет кнопка синяя «Вставить». Ага. Ну, вы нажимаете кнопку «Вставить», и у вас в блоге появляется вот такое изображение видео. И дальше показываем, как ставить ссылку на видео в YouTube. То есть вы можете в своем посте ставить ссылки на видео в YouTube. Вот здесь, так, в предыдущем, вот здесь есть цепь такая наверху, как цепь, и написано линк, это вот ссылка. Вот нажимаем ее, когда нажимаем ее, выходит вот такое окошко, такая табличка, и там внизу надо добавить адрес электронный, адрес в интернете, URL так называемый. Вот, например, до этого находим адрес этого видео, вставляем, и вот здесь появляется вот ссылка на видео синим цветом. Ага. Вот, и можно также добавить ссылки на сайты, можно добавлять музыку, то есть, ну, все можно. Вот, но если, например, вы используете в своем посте не только свои, да, материалы, но еще чужие, то можно сделать цитату. То есть нужно сделать цитату, чтобы не нарушить права вот этого человека. Ага. Здесь вот цитата наверху, вот этот кавычки, это цитата. Цитата. Ее нажимаете, здесь сразу появляется слева зеленая такая полоса, туда вставляете текст, и вот выходит, да? И чтобы показать, откуда вы взяли, вы можете, например, отметить слова над ним, да? И тоже нажать на ссылку, линк наверху. Ага. И тогда тоже появится вот эта табличка ссылки, и туда вставляете ссылку. Ага, вставляете в ссылку, и здесь это будет, например, текст будет черным цветом, а ссылка будет синяя. И сразу понятно, что если нажать на эту ссылку, вы попадете в источник. Ага, вот. И ссылка выделяется цветом. Ага. Вот,
И здесь внизу там тема, сообщество, там так далее, это в принципе для начинающих не актуально. Поэтому вы можете, главное, комментарии, да, чтобы люди могли выражать мнение насчет вашего поста, комментарии обязательно должны быть включены. Но если вы не любите хейтеров, хейтеры это те, которые вас не любят или просто которые любят дразнить других людей, да? Но с другой стороны, чем больше у вас хейтеров, это значит больше популярности. У меня самое большое количество комментов в посте было больше 500. То есть это был пост про Михаила Ефимовича Николаева. И очень много было различных мнений. Я всем отвечал и дошел до более 500 комментов. И нажимаете зеленую кнопку «Опубликовать». И у вас появляется этот самый окошко, уже опубликованный пост, и продвигайте свой пост, тоже зеленой кнопкой. Обязательно ее нажимайте, потому что есть такая система продвижения в дневниках, да. Она как работает, я не знаю, но она, если вы нажимаете, то вашу публикацию могут каким-то образом продвигать, чтобы ее видели больше читателей. И когда вы нажмете кнопку, ваш пост принят в систему продвижения. Да, все, и потом нажимаете вернуться к посту, и И дальше смотрим, что у нас получилось. Это я вначале картинку поместил, потом поместил видео, ссылку на YouTube. Это на предыдущем занятии Ольга Григорьева рассказывала про Instagram, да, ссылку на это, и внизу я поместил цитату из другого моего поста. Это все. То, что я хотел сказать, я обязательно запишу и выложу этот видеоурок в интернет, в своем YouTube. А также я отправил по WhatsApp презентацию, чтобы вы могли спокойно на большом экране посмотреть, как делать пост. В принципе, делать пост не очень сложно. И очень многие занимаются таким блогерством в дневниках Екатеру. И еще я хотел бы отметить, что если вы научитесь публиковать посты в дневниках Екатеру, это значит, что вы научились публиковать посты во всех бесплатных хостингах. Есть очень много таких сайтов, которые так же, как дневники Екатеру, предоставляют услугу бесплатного хостинга. И если вы научились публиковаться в дневниках, вы можете любой другой сайт опубликовать. Это самое важное.